галиме. Мәскәүдәге Тәүбә тау мәчетенең имам хатибы, Русия мөселман яшьләр арасында иң популяр имамнарның берсе. Шамил Галәветдинов ТНВ Планета каналына эксклюзив интервью бирде. Әлбәттә, Мәскәүдә туып үскән кеше татарча яхшы итеп бәлки белмәс тә, ләкин берничә китап татарча мин укыдым, хәтта иске татарча. 14-15 яшьтә Гыйбадәтул Исламия иске татарча мин укыдым. Аннары берничә китап Җавамиул Кәлим иске татарча укыдым. Үзем өчен өйрәндем, хәтта беренче елларда хутбаларны татарча укыйдым мәчеттә. Первый язык моих детей – это татарский. С самого рождения супруга, она самородом с Татарстана, она с ними говорит на татарском языке. Они читают на татарском языке, они слушают сказки на татарском языке. У меня есть в том числе хорошие давние знакомые, которые занимаются развитием этого направления национального, в том числе какие-то записывают сказки, издают какие-то книги, периодически мне тоже передают это. Поэтому в хорошем качестве сказки на татарском языке, они есть у нас дома и всегда вечером ставятся. А если говорить о моих детях, моей супруге, они ТНВ смотрят. То есть с самого начала. Телевизора у детей в комнате нет, на кухне нет телевизора. То есть у них было с детства примерно час, когда они начинали смотреть, в неделю телевизор. И тот же самый Кюштанач, то есть они именно смотрят ТНВ. Если смотрят, то смотрят ТНВ. Недавно мама начитала, по-моему, 30 лет назад, на 1 минуту было что-то 2 сюжета. Сейчас на сколько-то секунд, чуть ли не десятками сюжетов, очень быстро все идет в той же самой телевизионной рекламе. То есть пробивать внимание человека становится все сложнее. Поэтому количество кадров, количество сюжетов, количество информации. И все бьются за умы. Интернет, телевидение, радио, чтобы на них обратили внимание. Поэтому часто это выглядит вульгарно, агрессивно, дико и так далее. Но зато об этом начнут говорить. И в этом огромном потоке языков, насколько я знаю, даже русский язык занесен в каком-то рейтинге, есть какой-то международный, в число языков умирающих. Поэтому многие стремятся, и я в том числе, то есть с раннего детства дети, чтобы изучали, в том числе арабский, просто для себя. Чтение Корана для них было что-то простым, обычным, обыденным, и английский. То есть татарский акцент, русский, английский и арабский. То есть периодически из года в год, из недели в неделю, чтобы какие-то уроки у них были. В истории арабской монголы-татары проходят как татары. Поэтому тоже приходилось пояснять, что монголы-татары, монголы, язычники — это одно, татары, болгары, которые более 1000 лет мусульмане, это совсем другое. Они тоже оказались под этим игом. Поэтому я никогда не ощущал себя русским, хотя, конечно, в основном говорю на русском языке. Татарин, и, безусловно, татарская культура, она для моего сердца какая-то та же самая музыка татарская, то есть она, реально, душа очень положительно это воспринимает, это для меня родное. Просто занимаюсь своей работой, и стараюсь сделать что-то полезное. Те, кто это воспринимает, они читают, слушают, воспринимают, и это вносит положительный вклад. Возможно, их положительное отношение ко мне дает некую такую окраску, я не знаю, популярности или известности, но я не думаю, что являюсь таковым. Один из большого многообразия. Ситуация национальная, она в мире кардинально меняется. И в Европе, и в Америке. Постоянное движение, передвижение людей в огромном количестве, иммиграция. Поэтому все-таки храм
да, мечеть, он не должен относиться к какой-то одной культуре, да, он должен быть таким многокультурным, и проповедь должна, цель ее – это нравственное воспитание общества. И поэтому нужно говорить на том языке, который понятен будет всем. Даже если, например, это там какая-то некая арабская мечеть где-то в Лондоне или в Нью-Йорке, или там больше прихожане турки, например, да, более такая турецкая мечеть. Но так как приходят туда, в том числе там, ну, люди разных языков, разных культур, на сегодняшний день мусульман много среди неэтнических мусульман, поэтому, конечно, в первую очередь должно говориться, проповедь должна вестись на понятном всем языке, там, на английском, в Англии, на французском, во Франции, например. Вот. И даже если там 50% арабы, и они говорят именно на арабском, говорят, что нам нужно сохранить арабский язык, с точки зрения канонической, религиозной, этот подход неправильный. Люди приходят в мечеть, чтобы получить наставление. Нужно говорить с ними на понятном для них языке. Мы переходим в определенной степени, может быть, так и всегда было, но сейчас особенно новое время, я часто тоже об этом говорю, один человек в состоянии сделать очень многое. И он даже если он не президент, а просто дворник, один человек в состоянии сделать очень много, если он изо дня в день, та же самая улыбка, то же самое доброе слово, то же самое качественно выполненная работа. Да? То есть это из мелочей выстраивается целая жизнь. Изо дня в день, месяц, год. И поэтому вот эти вот личности, которые не беспокоятся о куске хлеба, да, а все-таки ставят какие-то более высокие цели в своей жизни, стараются ориентироваться на них и соответствовать им. Вот из этих личностей как раз таки и постепенно выстраивается образ народа, к которому они относятся исторически там, или этнически, генетически. Поэтому однозначно на сегодняшний день сложно сказать, вот эти личности, в каком народе из мусульманских народов России их больше, вот таких личностей. Но думаю, что лет через 30 это будет более явно видно. Если брать мой жизненный опыт, то последние 25 лет жизни это вот непосредственно постоянно в достаточно, именно вот в мусульманской атмосфере, постоянно. 25 лет так, очень плотного общения с самыми разными национальностями, начиная с 91-92 года, спектр национальностей для меня вообще открылся так. Тогда еще был Советский Союз, когда поехал на учебу. То есть разные национальности, и Кавказа, и Средней Азии, при близком общении, поэтому именно мусульманское. Последние 20 лет, занимаясь уже так скрупулезно, подробно и профессионально, 2 образования, соответствующих мусульманским богословиям. То есть вот эти все нюансы и опыт, и то, что последние, особенно 15 лет, приходится много вопросов получать и на них отвечать, и видишь, за вот эти 25 лет ты видишь становление личности, в том числе в духовном плане. Людей кидает из одного конца в другой, то они каких-то одних мнений придерживаются, то других, то там появляются крикуны в интернете, которые говорят, что Шамиль там разрешает музыку и начинает там доказывать с пены у рта, что она запрещена в исламе. То есть на сегодняшний день вот этих вот киданий, бросаний, спектра мнений, взглядов, да, некий такой юношеский максимализм, но он может проявиться в 30 лет, у кого-то в 40, у кого-то в 50. Человек только открыл для себя религию и начинает говорить только о религии, больше ничего он не понимает. Но посмотрите на него через 5 лет. Если начнет гулять, начнет курить, начнет пить, да, для него новая новизна или станет наркоманом. То есть на сегодняшний день общество с точки зрения личности, формирования личности, оно еще не устоялось. И очень много, в том числе мусульман, тех, кто начинает религиозную практику, они это начинают под влиянием окружения, хорошо, каким-то эмоциональным, кто-то из каких-то проблем, из какой-то подавленности, да, или просто-напросто человек не сложился, и он начинает там слишком религиозным становиться. Почему? Отпусти бороду, да, там одень какую-нибудь необычную одежду, и тебя там сразу чуть ли не боготворить начнут, да. Хотя ты, дерево деревом, у тебя может там 3 класса образования, и мудрости жизни у тебя абсолютно нет. Но скажешь ты несколько хадисов, люди будут с открытым ртом тебя слушать.
До сих пор мы с этого уровня еще не вышли. Когда люди чувствуют, вот этот человек в экономике профессионал, его стоит слушать. А этот дилетант. Ну пусть болтает, что хочет в интернете, там, в чатах и так далее. В том числе в богословии. Вот этот человек профессионал, а вот этот дилетант. Ну пусть болтает дилетант. Но нам интересно мнение профессионала. То есть человека, который работает с первоисточниками. И даже те люди, которые оканчивают бизнес-школу в Европе, они говорят, то есть мы экономим за год, мы экономим до 10 лет мы можем сэкономить своего развития безвыездно в России, например, в плане экономично. То есть бизнес-школа нам вообще открывает новые совершенно взгляды и возможности анализа происходящего, то есть появляется совершенно новое. Тот же самый человек, если получает богословское образование, работает с первоисточниками, у него совершенно другой взгляд. Человек, который берет в интернете там разные переводные, там же много мнений. Но люди больше, очень часто, как такой слепой котенок. Он где-то на что-то наткнулся, начинает воспринимать это за такое там, очень ценную и важную, там, ну, за такую чистую монету воспринимать. Поэтому спектр мнений, взглядов, течений, да, сколь бы ни старались там что-то запрещать, где-то что-то ограничивать, да, или там сейчас, например, как мне кажется, в Татарстане в какой-то степени тенденция перехода к одному другому, или как-то всех сделать такими одинаковыми, как, я не знаю, там, те же самые зубья на расческе, все вот как ровные, все должны одинаково думать, одинаково делать, одинаково это. Но в мусульманском богословии так никогда не было. Есть мнение, ты можешь и так сделать, и так сделать, и так. Главное, чтобы ты не вредил другим. Главное, чтобы ты не был опасен для общества. Да? То есть подходы немножко другие. Не то, чтобы под себя подстроить других, да, а понять, каков возможен спектр разнообразия. Поэтому все будет разным. Для меня главное, чтобы было качественным. То есть даже когда что-то я пишу, если это какое-то подробное исследование, то я даю мнение в обязательном порядке, чтобы люди, сталкиваясь с мнениями где-то, они понимали, да, и это мнение есть, оно обосновано вот этим. Тогда человек спокоен. Не просто там что-то кто-то сказал. В мусульманском богословии это достаточно точная наука, и там все, это не какая-то философия, как порой люди воспринимают, это некая философия, на самом деле нет. Просто у человека навыков нету, чтобы понять это, что это не философия. Это повседневная жизнь, и богословие — это очень тонкая вещь, и точная вещь, точная наука. Поэтому разнообразие есть, разнообразие будет. Если это разнообразие будут административными рычагами давить, гасить, уничтожать, потому что на сегодняшний день доходит до того, что люди не опасны для общества совершенно. Ну, например, другого мнения. В городе, в селе, да, в республике. И, например, там официальные структуры или там представители там, духовных управлений начинают прям чуть ли там, что они такие плохие, сякие, третьи, пятые. То есть неумение выстроить диалог, незнание спектра мнений в мусульманском богословии приводит к тому, что вот эти конфликты, недовольство и достаточно, тем более если люди оказываются в тюрьмах из-за того, что они по-другому думают, они не опасны для общества. Что-то там по-другому думают или что-то по-другому делают. Но представьте себе, они выйдут оттуда через какое-то время, они тоже, их выключили из социума на какое-то время. Как они включатся в этот социум? Тоже сложно. Что потом будет? Это сейчас как бы человек, может быть, региональная та или иная личность для себя какое-то успокоение сделал, может, там через 5 лет он не будет уже занимать этот пост, и ему не важно, кто он выйдет из тюрьмы. Но для общества это важно. Это же часть общества. Но пока что, конечно, часто бывает ощущение того, что на завтра никто не думает. Вот сейчас вот так, а там завтра уже хоть трава не расти. Поэтому при здоровом развитии ситуации будет повышаться уровень знаний, уровень именно богословского образования, здоровые источники, спектр мнений, подходов, и ничего плохого я в этом не вижу. Главное, чтобы это не было опасно для других, для общества. Не мусульманам очень сложно пока что воспринимать мусульман объективно,
потому что в СМИ говорилось очень много очень много плохого об исламе. Человек мыслит стереотипами, смотрит через определенную призму сложившихся уже мнений, поэтому ему сложно видеть, что на самом деле есть правда. Но если сталкиваешься с людьми, которые работают, общаются, учатся вместе с нормальными мусульманами, то у них в процессе жизни, конечно же, мнение в лучшую сторону меняется. Чтобы кого-то пугало, что мусульман становится много, я не думаю. Опять же, разумная часть общества понимает, что просто какие-то некие такие волны резкого подъема, резкого спада, еще что-то. Хотя по Европе тоже недавно общался один человек, говорит, то есть там евангелическая церковь разоряется, там еще что-то, какая церковь разоряется, в католической церкви просто оттуда все бегут. То есть там немало проблем, храмы просто пустые. А у мусульман там все переполнено, они им только мечети строят. Они переполняют мечети, еще там выкупают эти церкви, берут и полностью, преобразуя их слегка в мечеть, уже используют как мусульманские храмы. То есть в какой-то степени да, но здесь выигрыш больше в некой такой рождаемости, или на этом этапе пока что присутствует элемент, что высокая рождаемость у мусульман. У тех, кто, это больше идет волна такого, привычного, что 3, 4, 5 детей. А дальше? А вот что будет дальше, да. То есть весь вопрос в том, что будет дальше. Есть, например, и для меня самое главное, вопрос здоровых богословов, умов, которые будут направлять эту массу в правильное русло. Что люди должны быть современные, должны быть умные, должны знать языки, да, должны быть специалистами в своей области. И в том числе религия – это наука, она дилетантов перемолит, как бы они там не прикрывались бы религией. То есть, и как очень часто бывает, химия, и у нас даже когда мы учились, химик, например, или физик, начинает говорить о религии с умным видом. Говорится, послушай, я же о химии или о физике, я могу какую-то цитату привести, на кого-то сослаться, но я же не начну с умным видом сейчас тебе доказывать, что там в химии, как происходит. В том числе в богословии, люди иногда это не понимают. Есть вещи, которые ты для повседневной жизни применяешь, но есть сложные вещи. Оставь это профессионалу. И здесь, конечно же, эта масса людей, все зависит от богословов, которые знают действительность, которые не подстраиваются, нет. Они просто-напросто знают основы, работают с первоисточниками и живут в действительности, не в какой-то своей келье закрытой, да, ограниченной, как порой из Европы или из России у кого-то из Саудовской Аравии о чем-то спрашивают. И он с умным видом может отвечать, в интернете или еще что-то, но никогда с этим не сталкивался. Что он может ответить? Он не знает это. Он никогда это не трогал. Он никогда это не чувствовал. Никогда с этим не работал. А люди, опять же, многие вещи недопонимают. Поэтому на местах, если будут умные, грамотные, работающие с первоисточниками, знатоки арабского языка, не переводчики, не востоковеды, а именно мусульманские богословы, то в этом случае процесс будет расти. То есть интеграция мусульман самых разных национальностей в обществе, она будет на очень таком высоком уровне скоростей. Люди что-то узнают, начинают говорить о религии, народ воспринимает, и они уже дальше не растут. Расти дальше это сложно. Это нужно ранним утром, поздней ночью, это нужно много работать на протяжении долгих лет. Нужно, постоянно повышать квалификацию. И это сложно ведь. Потому что ты немножко знаешь, даже порой, как говорят, где-то, например, какой-то араб, он был медиком или какое-то медицинское образование получил, или физиком, да, образование получил в России. Смотришь, он имамом мечети стал. У него богословского образования вообще нет. Но зато его все слушают, потому что он что-то уже знает. Но это не богослов. Люди это понять не могут. Потому что богословие это совсем иной уровень. Иной уровень чтения, изучения, понимания и изложения. Пока что этот вопрос хромает.